С древности предки чувашского народа культивировали хмель. Без него невозможно приготовление древнейшего обрядового напитка – пива, сыра. В каждой деревне или даже семье были свои традиции приготовления сыра. Мы познакомимся с особенностями этого процесса в деревне Верхние Очаки Ядринского района. Варили пиво в специальном помещении – лащ. Разводили очаг, кипятили воду, заливали кипятком приготовленную солому, будущий фильтр. Затем солому свивали в жгут и укладывали в катку. Хмель также надо было перебрать. Проращенное и высушенное зерно размалывали на ручной мельнице и получали солод. Затем его запаривали горячей водой. Полученную смесь лили в котел, тщательно размешивали, проваривали. Скоро пригодится размоченная веревка. В чисто вымытую катку помещали пресс из согнутых веток. Проваренный солод наливали в катку. Мокрую веревку связывали в петлю и захватывали ею раскаленный камень. Так укладывали несколько камней, чтобы плотнее придавить солому, фильтр. Ножом регулировалась степень надавливания пресса. Появлялось готовое сусло. Чем сильнее надавливался пресс, тем быстрее текло сусло. Несколько капель в благодарность духам. Сусло получалось сладким, вкусным. Теперь нужно отварить хмель. Затем отвар, сусло, дрожжи смешивали, остужали и заливали в бочки. Большие дубовые бочки
Сначала надо вскипятить хмель. Там сколько зависит от того, сколько хмеля пускать, сколько ведер собираешься варить пиво. На одно ведро вот так полная вот горсть. Так. Ну, сколько граммов? Там никто по граммам там не меряет вот так. Столько ведер, столько и горстей. И этот хмель надо кипятить. Надо смотреть, как бы не убежал. Хмель любит убегать. Помешиваешь, варится где-то минут 20-30. Чем дольше варишь, тем лучше. Там раньше проверяли на ноготь вот так отвар. Капает на ноготь. Не расплывается, не растекается, это значит отвар готов. Вот и потом снимает с огня, бочку это выливает все, уже заранее приготовленную бочку. А бочку сначала это ошпаривают. Раньше были веревки, конопля, и ошпаривали этой веревкой. Если летом даже крапиву туда пускали, закрывали кипяток, ошпаривали как следует. Вот туда выливали, начинали теперь там варить пиво. И выливают туда хмель, отвар хмеля, потом начинают сусло готовить. Сусло, я уже как говорила, раньше сами делали. Рожь проращивали, кто ячмень проращивает, там чуть-чуть росточек выйдет, начинает это уже убирает и сушит. Надо уметь даже сушить, чтобы слишком не горячо было и не слишком холодное. Печку топит и сушит на печке, на подносах. Специальная температура, слишком горячо не топит, слегка горячая печка. И уже на ощупь пробует, а потом это перемалывают. Раньше дома перемалывали, домашние жернова, да. Это большой такой круглый камень. И крутят. И если, сейчас электричество перегревается, они быстро, большой скоростью, им же мельникам что быстрее надо. И эта температура высокая, это уже качество теряется. А дома там быстрый, попробуй крутить этот камень очень быстро, невозможно. И не перегревается. И качественное сусло получается, солод, то есть. И это теперь кипятком заливает тоже. Вот сколько ведер, только тоже вот так. Столько же сусла. И это кипятят тоже. И это стоит в посуде, это на вкус слегка сладкое, без песка. Слегка сладкое. Сейчас вон химию употребляют при выращивании зерна, не сладкое зерно, а вот раньше без химии зерно было пророщенное зерно было сладковатое на вкус. Мы раньше песка не было, мы это ели вот так горстями, пока родители не видят, пока сушится. Ой, какое сладкое, вкусное было это зерно. Вот это перемалывает, я уже сказала, так, это пока стоит. Потом варят воду кипятят. Наливает туда, бочку, где дубовую бочку. Солому стелили туда, ржаную солому чистую. А чтоб ржаная солома не поднималась вверх, перекладывают перекрестком палку. Желательно, сейчас скажу, липовые палки. Это без вкуса, только сладкий вкус. Если там ивовый прутья положишь, от них горечь идет. Вот и туда наливают кипяток. Пока стоит это сусло, там дозревает, распаривается. И оставляют место, чтобы туда можно было дрожжи пустить. И это солод, который еще у нас парится под кипятком. И это остывает до температуры. Когда тесто ставишь, не слишком горячее должно быть, и не слишком холодное. Если слишком холодное, у нас бродить не будет. Если слишком горячее, что дрожжевые грибки погибают под высокой температурой и не будет бродить.
Вот до нужной температуры так потрогаешь, тепленькой, слегка тепленькой. И это туда пускают сусло и дрожжи. А дрожжи надо домашние готовить специально. Я и раньше специально для пива дрожжи были. Но пиво сваришь, там оседает на дне дрожжи, это оставлять для следующего раза. Там обновляют, вот сосед сварил, обновляет его, дашь и новые дрожжи. И это дрожжи поднимается. Ну, муку туда немножко. И пиво, это дрожжи поднимается, это значит идет брожение. И это в большой посуде объем увеличивается где-то раза 3, где-то не меньше. И чувствуешь, чтобы дрожжи были теплые, и пиво, это сусло было теплое. Иногда бывает летом медленно остывает. Ждешь, когда это пойдет брожение. Когда начинается бродить, это хмель поднимается вверх. По чуть-чуть, а когда все уже полностью созрело, это хмель поднимается все наверх поднимается таким толстым слоем хмеля. Потом это выжимаешь, ну, основной этот хмель убираешь, это уже не пойдет для дальнейшего варенья, выкидывать только. И процеживают через сито пиво. И это разливают, раньше разливали по бочкам и ставили в погреб на снег. Закрывали там это пробкой там это наглухо и закрывали, ставили в погреб на снег. Это хранилось, ну, сколько угодно, сколько надо.